Я вам очень благодарна, что вы нашли время и уделили его мне. Я знаю, вы историк, много-много лет занимаетесь историей. Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно это направление и почему даже сегодня я нашла вас работающих в архивах? Она есть памяти раба. Есть народы, которые потеряли память, и они исчезли. Память – это та структура, которая держит человека, ну, и в какой-то степени выделяет его из остального животного мира. Во все времена были властные структуры правителей, которые давали свою историю народу. Во все времена были люди, которые искали эту несубъективную историю и пытались его выдать людям, забытые информации, потерянной информации, сведения. К счастью, мировая цивилизация догадалась об этом, и с древнейших времен были созданы архивы. Здание, в котором мы с вами находимся, это одно из наших сокровищниц, одна из наших сокровищниц, где хранится память наших народов Кабардино-Балкарии. И в этом плане я сначала написал книгу, поработал над книгой о фамильных знаках. Фамильные знаки. Тамги. Да, тамги. Тамга – это тюркское слово. Тамги. Каждая фамилия в прошлом имела свой фамильный знак, свой фамильный герб, которым он метил свои жилища, памятники, ворота, домашний скот, оружие. Иногда они использовались в качестве фамильной росписи, печати, поскольку огромная масса населения была неграмотным. И они носили такие серебряные перстни с инициалами на арабском языке, позднее на русском языке они вместо росписи еще использовали. Я изъездил почти всю республику, изучил архивные документы данного архива и, поработав, выпустил почти где-то до 3000 фамильных знаков. Кстати, с помощью фамильных знаков люди находили своих родственников. Представляете, совпадает фамилия, совпадает фамильный знак, что уже говорило о том, что абхаз имеет родного брата, родственника в Карачаево-Черкесии, в Адыгее и в Кабардино-Балкарии. Абазинец имеет такую же фамилию, такой же знак, и знает, что у него в Турции, в Сирии или в Иордании живут с таким же знаком, и они служили вехами для нахождения соплеменника, члена рода, члена этого этноса. Дело в том, что в это время, позднее, когда произошла русско-кавказская война, этнос был разбит, огромная масса погибла, огромная масса была вынуждена эмигрировать, люди потеряли себя. И вот позднее, я говорю, повторяюсь, через эти знаки люди нашли своих родственников. Далее меня интересовала одна очень интересная тема в поисках памяти. История, которая нам преподавалась в школе и преподается, она весьма идеологизирована. Конечно, это естественно. И поэтому была другая история, реальная история, документальная история. И событий, из многих событий меня интересовала экспроприация, конфискация имущества. Кстати, некоторые полагают, что экспроприацией занимались только красные. Увы, это не так. Все, если брать нашу республику, то здесь несколько раз власть переходила из одной руки в другую, несколько раз, может быть, разом 7 или 8, если не больше. И конфисковали, и красные занимались
конфискацией имущества эксплуататоров, и белые тоже занимались тем самым. Я в процессе работы над этой книгой нашел документы, в котором, вот эта книга, в котором показаны перечень имущества, конфискованных у так называемых помещиков, князей, дворян, духовенства в ту пору. Я бы хотел, конечно, продолжить эту работу, но не все возможно найти, не всегда все возможно найти. Есть очень ценные архивы по нашей истории. Это Владикавказ, Тбилиси, Краснодар, Ставрополь, Москва, Санкт-Петербург. Там находятся богатейшие источники по истории адыгов. А если связаться с коллегами? Да. Вот недавно мы узнали интересную информацию по истории там, прошу прощения, по истории народов. Например, в Турции, в городе Стамбуле создан межфункциональный информационный центр. Сюда приходит житель, гражданин этой страны, пишет заявление, платит, и он получает информацию о своем роде, начиная с 1900 года по сей день. Это где-то 115 лет. Это очень здорово. И я так слышал, что теперь они будут выкладывать на этот сайт документы 18 века. Кстати, такой же положительный прогресс есть у нас. Российский государственный архив древних актов выложил на интернет документы 18 века по нашей истории. 18 и начала 19 века. Это грандиозный акт гуманности, это грандиозный акт вспоминания себя. Это очень большой вклад в восстановление исторической памяти народа. Я однажды спросила одного историка, которого я очень сильно уважаю, что самое страшное для человека? Ну, я думала, он перечислит зависть, алчность. Он сказал незнание. Конечно. Вы знаете, какое первое слово услышал пророк Мухаммед от ангела Джибриила? Читай ему, да, говорил, сжимая. Он услышал, читай именем Господа твоего, и так далее, и так далее. Создавшего человека из сгустка крови. Если человек не читает, он становится постепенно, он становится не человеком. Великолепно сказал об этом, это пророк так услышал, Гений Дидро великолепно сказал, люди перестают мыслить, когда они перестают читать. В наш век с появлением такой страшной силы, как кибернетика, человечество бросило книгу. В этом плане я не хочу, знаете, вот когда много пожаров было в нашей стране, там, где будут сжигать книги, там будут сжигать людей. Ну, это, видимо, совпадение такое случилось, но на наших свалках люди выбрасывают книги. Лет 15 лет тому назад кто-то по величайшему блату доставал книги классиков, да. А сейчас они рядом с куском белого хлеба лежит на мусорной свалке. Это, знаете, это аукнется. Это, я считаю, это очень плохой признак. Это преступление. Ну, согласна. Я однажды брала у
женщины, которой за 95 лет интервью, и выходя от нее, она меня остановила и сказала: в Советском Союзе это такая сильная была держава, потому что мы были самые читающие, а вы сейчас, она имела в виду поколение, вы не читаете, и вот она сказала так же, как вы будете за это наказаны. Мы были самой читающей страной, и результатом было то, что мы полетели в космос. Потом Запад перенял нашу систему образования, и они тоже рванулись вперед. Прискорбно. Да, я спорил с одним человеком, который прилип к интернету. Угу. Он утверждал, что там есть все. Я ему задал 3-4 вопроса, вот это есть, и оказалось, этого там нет. Потом каждый человек, который считает нужным, может выложить какую-либо информацию абсолютно непроверенную, искаженную, и это закладывается в умы других людей. Занимается травлями на фоне этого друг друга, других народов, потому что источник не проверен, а все ведутся, начинаются споры, конфликты. Я согласна с вами. У меня такой вопрос. У нас в Абхазии всего 3-4 человека, которые принципиально не используют телефоны. И для меня было приятное удивление, что здесь, мальчики, вы тоже не используете телефон. Вы знаете, когда я услышал, что интернет, там все есть, сначала я купил мобильный. Потом разочаровались. А потом, когда убедился, я просто выбросил его. Книга сильнее интернета. Не может заменить. Книгу не может заменить компьютер, телевизор. Не смог. Я так считаю. Я, может, ошибаюсь. Нет, я еще слышала, как священнослужители различных конфессий, религий говорили о том, что это дьявольское изобретение, и даже был случай, когда бесноватая женщина, с нее выводили бес, она кричала: он уже пришел через ваши телефоны, через ваши экраны. Вы знаете, если учесть то, что они предлагают детям, подросткам сейчас, это действительно дьявольское изобретение. И притом человечество на данном этапе проигрывает детей, подросткам. Оружие очень страшное, оно не освоено, не отдрессировано. От него пока защиты нет. Я еще не знаю, чем это закончится, но я за книгу. Тогда такой у меня к вам вопрос. Некоторые историки в некоторых государствах, а может быть такое было во всех государствах, я не знаю, по-разному пишут историю на один и тот же период, грубо говоря, и там на одну и ту же страну. Вот, может, что вы посоветуете, чтобы более объективно смотреть на ситуацию? Прочитать и одного, и второго, и пытаться сопоставить? Я считаю, они должны... Человек, который решился на это, должен почитать и то, и другое, сопоставить его, быть объективным и использовать архив. Архив, который является памятью человечества. Вам приходилось работать, переводить архивные материалы с других языков? Нет, к сожалению, я знаю только родной язык и русский язык. Хотя действительно, вот затронули интересную тему, есть древнейшие документы, средневековые документы на арабском, про наш абхазо-адыгский этнос, на арабском, на персидском, говорят, на хранятся на там. армянском. Говорят, даже в Ватикане есть информация. Да, я слышал, что в Ватикане есть об этом ценнейшие документы. Я думаю, если человечество будет идти так, сказать, по прогрессу, пути прогресса, дружбы, со временем эти источники станут. Вот я вам привел 2 предмета, что в Турции в Стамбуле выложен архив. Да. И вот у нас уже в интернете есть архив Варагада. Эти факты свидетельствуют о том, что со временем большая часть архивов, я думаю, будут достоянием народа. Я полагаю так. Дай Бог. Сложно было заниматься тем, чем вы занимаетесь? Нет, абсолютно. Не сложно. Еще я знаю, что зачастую у вас были возможности пойти по иному пути. Вам предлагали какие-то должности. И когда я спросила,
так наивно в какой-то степени, почему вы отказались, сказали, что тогда бы вы не смогли делать так работу, как вы делаете ее сейчас? Ну, вы знаете, это с каждым годом по степени информативности человека, его мнение меняется. Да, были какие-то возможности, я не пошел по этой тропе, я решил пойти по той тропе, по которой сейчас я иду. Сожалеете? Нет, ни в коем случае, нет. Скажите, вот, пожалуйста, где можно приобрести ваши книги? Продаются ли они? Потому что я знаю, что есть ряд историков, которые делают очень ценные материалы, но их издание минимально. Вы знаете, да, этот тираж здесь такой вроде неплохой. Я все раздал. Сейчас они продали, но я все раздал. Я бы с удовольствием, я люблю дарить книги. И мне дарят книги, я считаю, книга один из величайших подарков. Но мне нету, к сожалению. Над чем вы сейчас работаете? Я это пишу, опять снова хочу переиздать Тамги. Вы дополнили их? Да, дополнить. Адыгейский товарищ один, Цейко Али, он больше 5000. Но он включил и мои, и другие, он сделал. На данном этапе Цейко Али, который издал черкесские тамги, он является чемпионом по сбору абхазо-адыгских тамг. Больше его никто не собрал. Но я работал в это время в этом архиве, и я нашел материал, и если Всевышний позволит мне, хочу передать заново мои книги тамги. Много общего между абхазами и адыгами. Есть даже фраза, что адыг – это одно крыло, а абхаз – другое крыло, и друг без друга они не могут залететь вверх. Нет, я считаю, абхаз и адыга – это одно крыло, не два, одно крыло. Вы знаете, до войны кабардинцы ездили к родственникам в Абхазию, и они приезжали. Они гнались туда овец, лошадей, туда ездили, там дарили своим родственникам, там торговали, и они в них гостились. Но как раз мы возвращаемся к теме память. Значит, в 30-е годы это поколение было перебито, память исчезла, и люди забыли своих родственников в Абхазии, своих родственников в Адыгее, в Чечне, в Дагестане. И стали разделяться как-то. До этого они ездили, когда жило то поколение, которое помнило. Оно исчезло. Знаете, куда не бывает без войны, не дай бог войны, конечно. Вот этот конфликт Абхазии и Грузии явился шокотерапией, и люди вспомнили и увидели, нашли своих родственников. А что вы посоветуете молодежи, чтобы они не позиционировали себя как параллельные народы, а чтобы ощущали свою идентичность? Если они будут знать историю своего народа, историю соседей, братьев, историю нашего государства, это будет великолепно и тропой одной из тропинок к миру. Мы утеряли, вот наше поколение утеряло вот эти навыки, традиции, институт взаимосвязи, дружбы. Понимаете, раньше мы, когда я говорил, старшие были живы, они помнили. Вот это компьютерное поколение выросло, они помнят только свой Мерседес и компьютер. Еще я не хотела бы вас огорчать, но скажу, что я заметила ужасную тенденцию. Различные группы создаются, какими-то там, которые молодыми людьми, может и провокаторами, которые подписывают свою группу там разными народами, названием своего народа, и выкладывают информацию. К примеру, там Джордж Белл, когда путешествовал по Убыхе, Адыгейн и в Абхазии, он перечисляет 3-4 народа, рассказывает, что они практически идентичны, одно и то же, у них одни и те же традиции, вкусы. И выкидывают все национальности, кроме своей, и оставляют этот кусок. Подтвердите мои опасения, если это так. Не ведет ли это к завуалированному разъединению? То есть человек... Я слышал об этом. Я это не признаю. Я считаю, это деятельность во вред. Да. Кавказ наш дом. Вот наш лозунг. Но они будут всегда
Конечно, как это Пифагор говорил, кубок жизни был бы приторно-сладким, если бы в него не капало несколько горьких капель. Они всегда были и будут. Нельзя на это обращаться внимание. В конце концов, они тоже имеют право на какую-то оппозицию. Да, он может сказать, а почему я не имею права мыслить так? Но все это происходит от незнания истории. И своей истории, и истории соседних народов. Какое у вас пожелание молодежи? Вот что бы вы читать? Читать и дружить. Вот самая большая ценность для человека, что это должно быть? Жизнь, знание, здоровье. А у вас какая мечта, например? То есть сказать, чтобы желание какое-то, чтобы исполнилось. Да. Где даже всеобщий мир на земном шаре и дружбу в нашем регионе, на Кавказе. Спасибо вам большое за интервью. Я бы с вами, на самом деле, если бы жила бы в Нальчике, наверное, не выходила бы, и, может быть, даже мешала бы, и тихо все время сидела бы, наблюдала бы за вашей работой. Спасибо вам. Это вам спасибо огромное. И вам тоже спасибо. Спасибо большое.